Добрый вечер, сябры. Працягваем жывы эфир Белсату, и зараз аналітычная праграма «Размова». З вами Віталь Цыганкоў. Да якой дыктатуры ў гістарычным аспекце найбольш падобны рэжым Александра Лукашэнкі? Як сыходзяць дыктатары? Што здараецца часцей, мірны альбо крывавы шлях развітання з дыктатурай? Чаму ў 21 стагоддзі аўтарытарныя рэжымы ўсё яшчэ не пакідаюць палітычныя арэны? Гэты і да іншай тэмы абмяркуем з сённяшнім госцем размовы. Гэта гісторык, супрацоўнік расійскай службы радыё «Свабода» Ярослаў Шымаў. Ярослаў, добрый вечар. Добрый вечер. Дзякуй, што далучыліся. Напэўна, все памятаюць гэтую славутую фразу Льва Толстого наконт таго, што ўсе шчаслівыя сем'і шчаслівыя аднолькава, а ўсе несчаслівыя сем'і несчаслівы па-асобнаму. Так вось, дыктатуры ці проста аўтарытарныя рэжымы, яны все-таки больш падобныя адзін да аднаго, ці кожная мае сваю асаблівасць? І да якой дыктатуры найбольш падобна сённяшні рэжым Александра Лукашэнкі? Конечно, диктатуры, как и демократии, кстати, они отличаются друг от друга, поскольку каждая из них существует в конкретном обществе, в конкретной стране. Нет ни одного общества, которое было бы абсолютно идентично похоже на другое. Даже соседние страны и то они, естественно, отличаются. Но есть такие определенные типы режимов, этим занимаются политологи, историки, которые, так сказать, классифицируют режимы разного рода. В данном случае речь идет о режиме персоналистском. Это такой режим, глава которого, скажем так, является не только главой формальным, но и, что называется, и душой, и олицетворением этого режима. Таких систем история знает довольно много, не будем забираться очень глубоко, дальше, так сказать, 20 века. Назову несколько всем известных имен, например, Муаммар Каддафи, например, Николая Чаушеску, например, Франсиско Франко в Испании. В общем, это режимы, где, скажем так, от личности зависит структура, а не наоборот. Какая-то структура выдвигает личность, которая потом, что называется, эту структуру под себя подминает, но в то же время остается от нее зависимой. Так что я бы сказал, что, конечно, нынешняя система власти в Беларуси – это авторитарный персоналистский режим. Вось аўтары ў Беларусі часам прыводзяць, можа быць, геаграфічна больш блізкія нам прыклады і таксама гістарычна. Гэта, напрыклад, Чэхаславаччына пасля падаўлення весны 68-го году, альбо, напрыклад, Польша 80-х гадоў пасля введення ваеннага становішча. Бачыце вы тут нейкія паралелі? Я бы сказал, как раз все-таки мне ближе параллель с Румынией, поскольку она занимала в рамках коммунистического блока советского все-таки несколько особое место, и Николай Чаушеску, он себе, что называется, иногда кое-что позволял. Даже не иногда, а довольно часто по отношению к Москве, хотя оставался союзником и военным, и политическим, но не был настолько прямо четко... грубо говоря, поводок там был длиннее, чем у режимов так называемой нормализации в Чехословакии после 1968 года, чем у режимов ГДР, чем у Польши Ярузельского после того, как он ввел военное положение и подавил там выступление профсоюза «Солидарность». Я бы сказал, что, по крайней мере, до 2020 года аналогия, хотя все аналогии хромают, аналогия с Румынией была еще более яркой, поскольку действительно Минск по отношению к Москве часто вел себя, как я уже сказал, позволял себе, что называется. После 2020 года это стало менее возможно, поводок укоротился по причинам, которые, в общем, хорошо понятны, потому что играть в многовекторность стало тяжелее. И таким образом сейчас ситуацию можно охарактеризовать как нечто между моделью Румынии Чаушеску и, скажем так, Чехословакии Гусака. Хотя я повторю, что каждая аналогия хромает, и нынешняя Россия совсем не Советский Союз, и нынешняя, так сказать, Беларусь — это, в общем, и не Румыния, и не Чехословакия. Я думаю,
Многія Так. наші глядачі, які ось слухають вашу аналогію з Румунії, ну просто їм перше слово, яке приходить з головою, це Лукашеску. Так, опоненти теперішнього режиму часом називають Олександр Лукашенко, намікаючи на те, що його чекає такий ж самий конець, а конець у Ніколая Чаушеску був трагічний, його розстріляли одразу після революції. І от ми переходимо не тільки до аналогії, а до гэтага іншого питання нашої розмови, як заканчиваються такі диктатури, наколькі більше вірагодне, що яна може неяк перародзіцца, ну, паступова, там, як там Піначет в Чилі, ці той же іспанскі варіант, ці яна закончыць трагічна. Вот што вы бачыце на карысць таго і таго варыянту? Это невозможно абсолютно предугадать, предсказать. И, конечно, какие угодно аналогии с тем же Чаушеску нельзя интерпретировать так, что, значит, и конец будет таким же. Конец может быть совершенно иным. Сталин, один из самых страшных диктаторов 20 века, умер, как известно, у себя на даче от кровоизлияния в мозг или чего-то в этом роде. С Гитлером получилось иначе и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, здесь от самого характера режима далеко не всегда зависит его конец, а зависит это от ситуации как внешней, так и внутренней. То есть от того, как внешние игроки, так сказать, расставлены в момент, когда возникает итоговый кризис, и какое состояние, так сказать, у общества и правящих элит. На самом деле, когда умер тот же Франко в 1975 году, там ничего не предвещало быстрого и успешного перехода к демократии, потому что преемник был назначен, но это был относительно молодой, ему еще и 40 лет не было, принц Хуан Карлос, не очень популярный, не очень даже широко известный общественности. Там был так называемый бункер, то есть когорта сторонников Франко, которые хотели продолжения режима, и была полузадавленная оппозиция, и были такие, как их, если сегодняшнюю российскую терминологию применять, системные либералы, то есть люди, которые вроде как служили режиму Франко, но понимали, что изменения неизбежны, и, в общем, готовы были на эти изменения работать. Ну и получилось так, что и новый король это понимал, и он нашел прекрасного модератора в лице премьер-министра Адольфо Суареса, который сумел соединить реформаторские элементы в режима этих самых системных либералов с представителями оппозиции, и под, так сказать, покровительством короля они провели ряд реформ, задавили этот самый франкистский бункер и провели Испанию к демократической конституции 1978 года и ввели ее, в общем, в число вполне стандартных европейских демократий. Там был еще эпизод с попыткой военного переворота чуть позже, но она была такая немножко опереточная, и из этого ничего не получилось. Но это вот такое уникальное стечение обстоятельств, и оно всегда, это стечение обстоятельств, определяет, так сказать, каким путем пойдут события. То есть очень важен, на мой взгляд, фактор зрелости элиты. Того, понимает ли она, что, в общем, действительно пора меняться, или меняется нехотя, но все-таки меняется под внешним давлением, или же это вот такой бункер, как выражаясь этой испанской терминологией, который готов стоять до конца и никаких изменений не приемлет. Вот какое соотношение... Да-да. Нередка да зменаў прывозілі якраз такія паступовыя змены ў элітах, у свядомасці, там эканамічныя змены, як умоўна скажем, в Чылі пры Піначэце. Але у нас в Беларусі трошкі іншы выпадак, калі пасля 2020 года наадварот адбыўся трансфармацыя рэжыма з такога папулісцкага аўтарытарызма да такого фактычна хунты такой. І гэта адбылося даволі хутка. І як з гістарычнага пункту гледжання перспектывы у такога рэжыму, калі раней абіраўся на нейкую падтрымку насельніцтва, якая б она не была, яна была, а цяпер пераважна все-таки на штыкі. Як доўга можна сидеть на штыках? Ну, историки говорят, что, в общем, долго сидеть на них трудно, потому что это жестко и колется, понятное дело. А с другой стороны, вы понимаете, когда речь идет о режиме в стране более-менее самостоятельной, так сказать, и с большим простором для действий, это одна ситуация. А другая ситуация, когда эта страна все-таки зависима от
более сильного соседа, союзника или как бы союзника, что мы в данной белорусской ситуации и имеем. Я принадлежу к числу тех наблюдателей, которые все-таки считают, что, как это может быть не звучать не печально для белорусов, но что очень в значительной степени дальнейший сценарий развития событий в Беларуси завязан на дальнейший сценарий развития событий в России. И тут, в общем, если мы хотим, конечно, тоже возможны разные обстоятельства, разные ситуации, так называемые черные лебеди прилетают время от времени, но если мы хотим понимать, что будет в Минске, мы должны очень сильно, по крайней мере, одним глазом коситься на Москву. Ну, в любом выпадку магчымыя, скажем, аслабление России и геапалітычнае и эканамічнае, альбо магчымая пэўная нестабільнасць пасля таго, як все-таки Путин пачне працэс свайго сыходу. Вот гэта все может спрыяць на ситуацию в Беларуси? Думаю, безусловно, потому что, во-первых, просто российским элитам может стать не до того. В России всегда правящая элита очень сильно интересуется тем, что происходит в соседних странах или даже в далеких странах. Нынешняя российская правящая группировка – это совсем не исключение в данном случае. Но как только возникает внутренний кризис, заниматься приходится в первую очередь своими собственными проблемами и заботами. Иное дело, что я не считаю, что режим Путина вот стоит на грани какого-то краха, завтра обрушится и так далее и тому подобное. Там запас прочности достаточно высокий создан. Иное дело, что сама система после вот этой конституционной реформы, которая там была проведена в прошлом году, вернее утверждена на референдуме, она просто там как бы возник некий тупик после того, что будет, когда Путина не будет по причинам физическим или политическим. Там не выработана система перехода. Нету, так сказать, не того, что сделал Ельцин, когда выдвинул Путина, потому что нет человека пока, на которого вот указано высочайшим перстом и сказано, что это преемник. И нету механизма отработанного, что вот, да, будет так-то и так-то. Очень сложно, потому что сама проблема как бы отодвинута потенциально аж к 1936 году. Захочет Путин так долго быть у власти, не захочет, этого мы не знаем. Но институционально все очень в тумане. А когда все очень в тумане, то возникает очень большая зависимость от случайных обстоятельств. Поэтому да, режим в России явно, вот так как он выглядит сейчас, рухнет не завтра, но избежать кризиса политического острова России при такой системе будет очень сложно. Когда он наступит, конечно, ни я, никто из нас знать не может. Может в 2024 году, когда там должны состояться очередные выборы, может к концу десятилетия, а может в том самом 36-м. Неизвестно. Наступное пытанне, як для гісторыка, які мысляць стагоддзямі менавіта пра перспектывы аўтарытарызмаў у нашай сённяшняй сітуацыі. Маецца на ўвазе, калі б я задаваў вам такое пытанне в 91-м годзе, здавалася, все зразумела. Канец гісторыі, перамаглі таталітарызм, разваліўся СССР, і все краіны рухаюць у бок ліберальнай дэмакратыі. Гэта і напісаў знакаміты аўтар в сваім эсэ «Канец історыі» Фукуяма. А цяпер мы бачым, як таталітарызмы, аўтарытарныя рэжымы не проста існуюць, а неяк набіраюць сілу. Путин той же, Китай, яны, здаецца, не імкнуцца дэмакратызавацца і вліцца в сям'ю дэмакратычную народаў. Пра што гэта кажа? Па-вашаму, ёсць? Яны неяк навучыліся ўспрымаць чыста такія тэхнічныя, тэхналагічныя выклікі і станавіцца сучаснымі? Ці гэта падман? Ці все-таки таталітарызм не можа быць сучасным? Ну, во-первых, многому научились, безусловно. Это безусловно. Например, вся история нынешнего подъема и роста могущества Китая в последние где-то 30 лет – это история того, как авторитарный режим в очень бедной изначально стране нашел и политические, и экономические механизмы, которые позволили ему, с одной стороны, сохранить власть, с другой стороны, остаться популярным, и с третьей стороны, решить очень важные задачи экономического развития и экспансии в таком масштабе, которого, в общем,
мало какая страна знала в последние, ну, я бы даже не побоялся сказать, может быть, даже и столетия. Это такой вот наиболее яркий пример. В целом, конечно, и демократии совершили ряд серьезных ошибок, которые сделали их, ну, не совсем популярными в ряде регионов мира, которые, к тому же, к демократиям не очень привык и не очень приучен. Есть такая книжка, она недавно вышла, она в том числе и на русский язык переведена, двух известных политологов, Ивана Крастева и Стивена Холмса. Она называется «Свет, обманувший надежды». Ну, не очень такой удачный перевод, но она как раз посвящена причинам нынешнего кризиса либеральной демократии. Но вопрос в том, что этот кризис не означает краха. Кризис есть кризис, из него можно как болезнь, от нее можно вылечиться. А можно и не вылечиться, зависит от того, как лечиться будем. Так вот, я бы не сказал, что это безнадежный кризис, безусловно, нынешних либеральных демократий, но у них выросли очень серьезные соперники. Во многом потому, что у авторитаризма тоже есть свои преимущества, чисто технологические. Авторитаризм, в первую очередь, это система быстрая. В том смысле, что если там принимается решение наверху, вот главный сказал «да», остальные исполняют. Не нужно согласований в парламенте, референдумов, я не знаю, выборов, демократических процедур, обсуждений и так далее и тому подобное. В этом плане у авторитаризма есть преимущество. Если у него есть цель, он может и способен ее достигнуть быстро. Иное дело, что эта цель может быть либо неудачно рассчитанной, либо откровенно безумной, как в каких-нибудь, не знаю, в Северной Корее там, или в Кампучии при Пол Поте. Но, в принципе, авторитаризм, он тоже имеет свои, так сказать, преимущества. И сейчас мы живем в эпоху, когда он эти преимущества иногда демонстрирует. Это не значит, что так будет всегда. Дякую, Ярослав. Про перспективы демократии и тоталітаризму, про параўнанне Александра Лукашенко з Николаем Чаушеску мы говорили сегодня с Ярославом Шимовым, супрацоўнікам российской службы «Радио Свобода». С вами был Виталий Цыганков. Заставайтесь с Белсатом.